Но на реке Лени ледоход проходит Алекминский район пока спокойно. 2 дня там работала бригада МЧС, они мониторили ситуацию и провели встречу с администрацией района. Подробности далее. На 10 мая активная фаза ледохода находится в Алекминском районе. Нижняя кромка ледохода в районе села Харинцы, верхняя – села Мача. Практически на всем протяжении отмечен густой ледоход и навалы льда. В районе сел Чапаева, Мача и Дильгей ледоход редкий. И на всем протяжении ледохода уровни воды ниже критических. 10 мая в 3 часа ночи было отмечено повышение уровня в районе острова Кылах. И в районе Кылаха, и в районе Алекминска. Сегодня ночью ледоход остановился в 3 часа ночи. И вот до 3 часа практически он до 7 часов утра простоял на всем практически протяжении от Алекминска и ниже. Но это было обусловлено тем, что низкие немножко были уровни и похолодание было ночью. Но на сегодняшний день в 7 часов утра ледоход сейчас с большой интенсивностью идет как и в районе Алекминска, так и ниже. Поэтому я думаю, сейчас угрозы пока в ближайшее время подтоплению в Алекминском районе мы не прогнозируем. В целом, к контролю и реагированию по прохождению ледохода готовы ответственные службы. В предпаводковый период проведены все необходимые мероприятия. На сегодняшний день, я хочу сказать, группировка на территории Алекминского района подготовлена свыше 1000 человек, 120 единиц техники, 24 плавсредства. В целом, Алекминское звено Якутской территориальной подсистемы РСЧС готово к предстоящему контролю и реагированию на ледоход на территории Алекминского района. Вниз по течению у населенного пункта Урицка и Санехтат сейчас наблюдаются подвижки, уровни с небольшим промежутком начинают расти, поэтому в ближайшие сутки мы там тоже прогнозируем ледоход различной интенсивности. Но тем не менее, я хочу сказать, оповещение населения проводится. Администрация в данном направлении организовала данную работу на хорошем уровне. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.